Приветствую всех участников и организаторов конкурса «Сердце отдаю детям». Меня зовут Ольга Егоровна Баишева. Я работаю педагогом дополнительного образования в Володарском филиале Центра детского творчества «Радость» муниципального бюджетного учреждения Чурапчинского улуса Республики Саха-Якутия, руководителем детского образцового танцевального ансамбля «Алагаркана». Помню себя маленькой девочкой, я смотрела танцевальные концертные номера в местном клубе. Особенно запомнился индийский танец, как красочное и яркое представление, завораживающими красивыми движениями. Возможно, тогда я поняла, что это повлияло на мой выбор жизненного пути. Или, может, он был предрешен, когда я впервые записалась в танцевальный кружок. Тогда руководителем была Федорова Наталья Михайловна, и именно она привила мне любовь к танцу. Выходя на сцену, надевая красивые костюмы и видя одобряющий, полный любви взгляд своего педагога, я испытывала искреннее счастье. А может быть, мою судьбу определила победа на районном конкурсе по бальным танцам. С партнером по танцу стали лучшей парой. Тогда конкурсы проводились не так часто, как сейчас, и занимали призовые места только с очень хорошей подготовкой. По окончании школы я уже точно знала, что буду педагогом хореографии. Обучение в Якутском колледже культуры и искусства, потом в педагогическом институте Якутского государственного университета имени Максима Кировича Амосова дало мне прекрасную подготовку к будущей профессиональной деятельности. В колледже я получила самое важное – общение с интересными, увлеченными своей профессией людьми, которые своим примером показывали, как надо работать. Педагогическая деятельность открывает широкие возможности для саморазвития, самоорганизации и профессионального роста. Получив высокое звание педагога, я получила возможность раскрыть свою личность с разных сторон. Хореография позволяет проявить свои артистические способности, и на занятиях можно проявлять их в полной мере, реализовывать свои творческие замыслы и развивать способности ребят. Создавая постановки, готовясь к концертным выступлениям, работая с детьми, порой сама становлюсь той самой девочкой, полная энтузиазма. А ведь хороший хореограф должен быть хорошим режиссером, актером и лучшим другом своих воспитанников. И тогда на занятиях рождаются новые открытия и новые идеи. За 19 лет работы с детьми накопила богатый педагогический опыт, пришло педагогическое мастерство, сформировался свой почерк в преподавании хореографии. Я научилась видеть перед собой не группу детей, а отдельную индивидуальность, неповторимую и уникальную. Стала чутко улавливать, читать настроение ребенка по едва заметным признакам, в том числе по глазам. А также я пришла к выводу, что нет неспособных и трудных детей, ведь все дети творческие. Участие в концертах, в конкурсах, творческих поездках помогает детям развивать свои хореографические способности, а также общение в коллективе способствует гармоничному развитию личности. В репертуаре ансамбля различные направления от народного до современных видов танцевального искусства. Годы проходят незаметно. В настоящее время многие мои воспитанники стали выпускниками ансамбля, и радует, что некоторые получают профессию хореографа, и в скором времени они, так же как и я, начнут свою педагогическую работу с детьми. Им я передала не только знания, не только любовь к танцу, но и свою любовь к детям и понимание их переживаний, радостей, трудностей, активную жизненную позицию. Как и у всех педагогов, у меня сложилось свое кредо. Его можно представить в виде солнца, где каждый лучик обозначает какое-то определенное качество учителя. Любовь к детям, профессиональная компетентность, креативность, активная жизненная позиция и позитивный взгляд на жизнь. На данный момент я стараюсь воспитывать в себе такие личностные качества, как твердая уверенность в себе и в своих силах. Каждый день я говорю себе, что мне очень повезло в жизни. Я занимаюсь тем, что люблю. Каждый раз я с головой окунаюсь в каждый проект, а потом, глядя на результат, еще долго испытываю необыкновенное удовольствие. Оценив мою активную жизненную позицию, меня выбрали в качестве депутата наследного совета. Руководителем танцевальных коллективов «Алагар Далбардара» для женщин старше 60 лет, «Кюнь Пулей» для женщин старше 50, «Джуге» для молодых мам, Аласы Чаттара молодежного танцевального ансамбля, тренер команды Инслега Алагар по аэробике и фитнесу.
артист самодеятельной труппы «Наследка» в местном центре культуры, солистка ансамбля Дома народного творчества «Ирея» имени Анастасии Петровны Лыткиной, запевала Сохая, лауреат Лусного смотра в 2017 году, участник республиканского конкурса «Запевала Сохай Оламхойга в Вилюйске в 2011 году. Эта должность также помогает моей основной работе, ведь таким образом у меня есть тесная связь со всеми поколениями моих детей. Есть у меня еще одно любимое дело – это рукоделие. Если я взяла защитил, значит вскоре будет новая постановка. Каждый лоскуток, каждая расцветка – для меня это новое движение. Таким образом я создаю своими руками изделия из древесины, вязание узоров и многое другое. Благодаря сочетанию моего увлечения с работой были сшиты множество танцевальных костюмов. Как сказал великий педагог, народный учитель Татьяна Ивановна Гончарова, педагог без любви к ребенку все равно, что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета. Недаром все великие педагоги, мечтая о школе радости, создавая ее, безмерно любили детей. Работая с ними, я чувствую себя волшебницей, суперженщиной, многогранной и всеобъемлющей.